Сегодня у нас в программе очень интересный человек. Ну, могу отметить, что в нашей программе вообще не бывает неинтересных людей. Здесь люди, которые вот действительно Каждый человек знаковые. по-своему интересен. И это тоже. Но и эти люди обычно, они внесли действительно яркий след, незабываемый. Вот мы говорим очень часто сейчас о годах. Вот в Республике Саха это год культуры, да? В России год единства. В Алекминском районе это год тоже традиций народных, да? И все эти года, получается, все наименования, они нашли отражение вот в том, чем вы занимаетесь уже очень много лет. Василий Алексеевич Кулагин. Его знают очень многие не только в нашем Алекминском районе, откуда он родом, и откуда пошел очень большое древо родовое, наверное, да, но знают и в республике. Ну, сейчас мы обо всем и поговорим. Василий Алексеевич, скажите, пожалуйста, вообще, с чего все началось? Началось все с образования Якутского почтового тракта. Как вы знаете, что в 1743 году регулярное сообщение началось между Иркутском и Якутском, регулярное почтовое сообщение. И поэтому первые вот ямщики на реке Лени как раз вот появились в 1743 году, а в 1770-х годах уже началось более интенсивное движение по тракту, поэтому с центральных областей европейской части России стали сюда приезжать и вольно, и невольно русские люди. И поэтому вот все деревни, которые расположены на реке Лени, это все бывшие почтовые станции. Потому что вы, наверное, заметили, что между всеми деревнями расстояние примерно 20-25 верст. То есть это физическая возможность лошади для того, чтобы это регулярно и надежно обслуживать вот почтовую связь. И вот моя родная, значит, почтовая станция, откуда пошел род наш Кулагиных, это Дильгейская почтовая станция. Ну, а моя малая родина, где я родился, это Кочегарская почтовая станция, ну, деревня Кочегарова была. Поэтому вот эти две деревни – это наша малая родина нашего рода Кулагиных. Путешествие по реке Лена – это каждый раз новое открытие, впечатления и находки. Порой это то, мимо чего мы в суете просто проезжаем мимо. А это и история района, и интереснейшие люди, несущие на себе печать поколений, печать идеяния событий той самой истории. Изначально передача задумывалась о ямщицких дорогах, некогда тянувшихся по всей Лени матушки. Но остановившись в одном из старых сел, услышав рассказы старожилов, стало понятным: каждая тропа имеет свое место в общем рисунке жизни. Тропа, которой не забыть. Кочегарово. Старинная деревня, основанная в 1850 году как промежуточная станция Иркутско-Якутского ямщицкого тракта. Получилось как? Значит, когда наш предок Семен Иванович Кулагин, он образовал вот это один из первых людей, который поселился вот именно в местности Дильгей и образовал вот эту почтовую станцию. А между Дильгеем и Неленом, это следующая станция, было порядка 40-45 верст. И поэтому все время, значит, образовывались новые станции для того, чтобы, вот как я сказал, обеспечить вот оптимальное ее функционирование. Поэтому между Дильгеем и Неленом образовалась вот эта станция Кочегарская.
Чуть моложе его деревенька, спрятавшаяся в речных зарослях. Протяженность ее более 1,5 километров. Это расстояние, еще сохранившиеся тут и там строения, красноречиво повествуют о некогда полнокровной жизни села. И что интересно, значит, прямое участие в образовании нашей станции Кочегарской приняли, значит, рода Кулагиных, Пшенниковых и Яныгиных, потому что наш род, получается, в нашем роду счастливо так сочетаются по бабушке Яныгины, по маме, значит, по маме Пшенниковы, а по отцу Кулагины. И вот я занимаюсь очень скрупулезно, значит, историей наших этих почтовых станций, нашел в архиве реальный документ об образовании нашей Кочегарской почтовой станции, и как раз вот прошение на имя императора пишут почтосодержатели, значит, Яныгины Березовской станции, Кулагины Дельгейской станции и Пшенниковы Неленской станции. То есть вот Кочегарово — это как раз вот эти все три рода, можно сказать, что сконцентрировались вот в нашем роду Кулагиных, Пшенниковых. Вот такая наша история. В 1770-х годах вот уже существовала станция Дельгейская, и поэтому можно предположить, что именно вот в середине 770-х годов. А наша станция Кочегарская — это уже точный документ. Там, значит, получилось как прошение, вот эти почтосодержатели написали в 1849 году, в октябре месяце, и уже в феврале месяце 1850 года были объявлены торги на содержание Кочегарской почтовой станции. Я считаю, что официальная дата должна быть такая, что именно когда вот эти торги были объявлены, когда уже реально туда поселились первые люди, первые наши ямщики. Земля здесь и правда богата на урожаи. Некогда славился колхоз с громким названием «Победа». Улицы, поросшие сейчас травой, были полны народу. Шум, говор. Жизнь кипела. Кочегарово – одно из первых почтово-телеграфных отделений у нас в Якутии. В Нахтуйске было это самое, а у нас это и через год, в 1901 году в Кочегарово организовали это почтовое отделение. Потом уже в Нерюктяе и это самое в Алёхнинске, когда оттянули вот эту телеграфную линию. Сейчас тишина. А пока не нашли следов, вот откуда приехали они? Нашли. Но наш род Кулагиных это берет свое начало с Пугачевского восстания. Наш предок, ну мы его, значит, называем Иван Кулага, потому что наша фамилия Кулагин, она произошла от фамилии Кулага. Ну, Кулага – это старинный русский напиток. В том, что именно они с Пугачевского восстания, об этом очень подробно рассказал наш дед Кулагин Давыд Николаевич моему отцу и моему родному дяде. А мой отец и родной дядя, они тоже люди были очень любознательные, с хорошей памятью. И наш дед Давыд Николаевич тоже очень был начитанным человеком, грамотным был человеком. И он в свое время, значит, когда вот первый наш Семен Иванович поселился в Дельгее, оказывается, у Семена Ивановича был дневник. Даже в этом дневнике, даже как рассказывает наш дед, да, что были даже на бересте даже были написаны некоторые сведения о нашем роде. И вот Давыд Николаевич, мой дед,
вот это запомнил, он это передал моему отцу, моему дяде, и это само вот этим. И поэтому вот это мы считаем, что это точное сведения, потому что ну, человек читал реальный документ. Но, конечно, они, когда восстание было подавлено Екатериной II, то в основном это самое, ну, многих, значит, сотников вот этих казаков расстреляли, повесили там, а многих, значит, отправили в Енисейский край, ну, теперь в Красноярский край, и наш предок попал в Енисейский край, а оттуда уже, когда началось освоение Иркутского почтового тракта, он выехал и стал вот государем-ямщиком на реке Лени. Да. Как далеко разошелся род? Вот по каким ветвям? Ну, вот первые, значит, попытки составить родословную нашу, значит, можно сказать, что начались с того, что я, значит, переписывался со своим дядей. Он жил в Томске последние годы жизни, но а так он всю жизнь это в Якутии прожил. И я, значит, его все время в письмах мучил, чтобы он написал, ну, в скобках интересно, конечно, чтобы он мне описал то, что он запомнил вот с этого. И можно сказать, что почти перед самым уходом из жизни, где-то за год-полтора, он мне написал целых полшкольной тетради, на которой изложил все, что он знал о нашем роде. И поэтому вот это его письмо, мы в семье уже называем знаменитое, мы его храним в нашем семейном архиве. Вот это письмо явилось отправной точкой для того, чтобы начать вот подробное вот составление родословной нашей Кулагиных. Я этим делом уже занимаюсь, ну, больше полжизни, уже, наверное, ну, лет, наверное, от 50 или 40 где-то уже занимаюсь, вот, потому что вот интерес к этому возник именно тогда. Ну, вообще я знаю, что ежегодно вы, несмотря на то, что проживаете вот в Якутске, ежегодно вы бываете в своем родовом гнезде. Что туда вас влекет? Ну, вот это родовое гнездо наше в Кочегарово, родительский дом, этот дом построен моим дедушкой и прадедушкой, Пшенниковым Василием Павловичем, это дедушка, и Павел Николаевич, прадедушка. Этот дом построен в 1897 году. И надо сказать, что вот мы, наш род, вот очень бережно к этому дому относимся, и мы его сохранили до сих пор. Этот дом сохранен, ну, можно сказать, почти в идеальном состоянии. Дело в том, что раньше умели очень, это здорово, выбирать место строительства, да, умели заготавливать лес для того, чтобы это для дома. Дом наш построен по всем канонам русского зодчества. Причем эти каноны именно северные каноны, вот это Архангельская область и так далее. То есть наш дом, во-первых, он шестистенный. Что такое означает шестистенный? Значит, если вот капитальные стены только 4, а внутри там такие, ну, дощатые и так далее, не капитальные стены, это четырехстенный дом. Если еще одна внутри дома капитальная, это пятистенный, а наш дом шестистенный. Там еще две стены капитальные внутри дома построены. И к этому дому построен предел. Предел – это в котором располагается, значит, кухня и прихожая. И поэтому вот этот дом с пределом вот построен в 1897 году с четырехскатной крышей. Четырехскатные крыши именно пошли с севера. Во-первых, это самое, на севере всегда ветра сильные, и поэтому четырехскатная крыша, она обладает меньшим сопротивлением от ветрам и так далее. И этот дом мы бережем как зеницу ока. Не нашел я долю, нашел рыболовлю. На другом конце старого села,
стоит еще один дом. Дом с вековой историей предков. С историей большой семьи, которая вышла глубокими корнями отсюда. Здесь выросло 4 и даже, нет, наверное, 5 поколений Кулагиных, Пшенниковых. И этот дом всю жизнь являлся притяжением для всей нашей большой родни. Наши родители, наши дедушки, бабушки, родители сумели нам всем дать очень хорошее воспитание. И самое главное, они дали нам самое главное – любовь к своему родному дому, к своему родному краю. Неподалеку, на стареньком кладбище, захоронен основатель родового дома. 120 лет назад строили его Пшенниковы Павел Николаевич и Василий Павлович. Дед и прадед Василия Кулагина, хранителя истории рода. Дом и сегодня чувствует хозяйскую руку, крепок и основателен, как и род, пустивший корни по всей России матушки. Бережно сохраняется интерьер, фотографии. Кажется, что люди отсюда никогда не уходили. Вот мы вошли в наш дом. Здесь, значит, у нас была прихожая и кухня. И, конечно, самой главной вещью в кухне, все это у русских людей всегда была русская печь. Вот эта русская печь сделана по всем канонам старины. Она выполнена мастером, нашим кочегаровским печником, и это где-то до революции. Вот сейчас мы как раз только что 2 дня назад вернулись оттуда. У нас там внутри сохранилась вся обстановка. Русская печка, теперь старинная голландка печка. Это, печка для приготовления еды. Сохранилась вся старинная мебель. И мы, значит, на стенах сохранили, естественно, копии, как в старину было, все старинные фотографии, родословные по Пшенниковым, родословные по Кулагиным. Вот мы говорим о традициях. Год традиций, да, наверное, где-то. Но я считаю, что ямщицкая культура, она очень богата. Вообще, расскажите, пожалуйста, в чем особенность ямщицкой культуры? Вообще, это про ямщиков, про историю ямщицких деревень знали очень мало. И надо сказать, что это огромное белое пятно было с точки зрения изучения. И вот в 2000 году главой Хангаласского улуса стал Добрянцев Анатолий Анатольевич. Все его знают, это известнейшая личность у нас в республике. И вот он, можно сказать, что первый человек, который обратил внимание вот именно на то, что все вот эти деревни являются почтовыми станциями, и в них жили государевы ямщики, наши предки. И вот начиная вот с этого 2000 года создался такой союз людей, которым не безразлична была судьба наших предков, да, и мы вот в этом году уже
будем отмечать 25 лет начала, мы его называем ямщицкого движения современного у нас в Якутии. И мы считаем, что вот как раз с 2001 года, когда мы впервые провели фестиваль «Играй, гармонь, живи, частушка», а этот фестиваль именно направлен на то, чтобы сохранять культуру русскую, которую привнесли наши предки. Мы подняли этот огромный пласт истории. Сейчас, если проехать вот вдоль реки Лены, по бывшим почтовым станциям стоят везде верстовые столбы. Построено уже больше 20 часовен. Это все делается на народной инициативе. А в 2000 году как раз новое тысячелетие наступило и 150 лет нашей деревеньки Кочегарово. Хотя деревни уже номинально и административно уже нет, название-то есть Кочегарово, да, но мы смогли, значит, это все организовывал наш род от Кулагиных, Пшенниковых, значит, заранее. Мы, значит, нашли наших кочегаровских людей, живущих в различных этих городах России, и в августе месяце 2000 года в Кочегарово устроили сбор на 2 недели. Вот за 2 недели мы, значит, возвели вот эту часовню нашу. А эту часовню тоже возвели на очень памятном месте. На этом месте как раз находился старинный погост, где все первые жители Кочегарова были захоронены на этом месте. У стен этого же дома десятки лет спустя вновь собрался народ. С датой постройки не ошибиться. Отстроив дом, далекий предок оставил вечную память об этом событии. Он что бы ни сделал, да, он всегда оставлял свои инициалы и год. И поэтому, благодаря вот его этой пунктуальности, мы сейчас знаем все. Когда построен дом, когда какой-то стол, который стоит у нас в доме. В общем, это просто потрясающая его, такая способность и потрясающая. И у него была очень черта аккуратности. Вот я сейчас смотрю его старинные, его докладные, губернатору якутскому и так далее. Он так аккуратненько все писал, хотя он не окончил никакой церковно-приходской школы. Его учителем был священник Меркушин в свое время. Вот почему люди ищут свои корни? Столько лет люди прожили, в общем-то, многие абсолютно никаким образом не заинтересованы, наверное, где-то. Вот об этом же раньше молчали. И сейчас пришло время, когда люди начинают искать корни. Для чего это? Я думаю, что в очень большой степени, когда мы с Даней начали заниматься историей Ямщицкого тракта, и мы подняли эту тему, что надо знать свои корни. Это вообще знать свои корни очень важно. И поэтому главная цель наша нацелена на молодое поколение. Чтобы увлечь молодого поколения, они в первую очередь должны... знаете, что такая, видимо, природа человека, что начинаешь интересоваться своими корнями уже, когда в годах уже 50-60 лет. Видимо, такая природа человека. В молодости, придет время, в молодости как-то об этом не задумываешься, а когда уже годы свое берут, там уже начинаешь задумываться. Мы в своем роду очень бережно относимся к своим корням. Дело в том, что замечено, если, род помнит своих предков, помнит, теперь рассказывает своим детям и так далее, над такими родами стоит ангел-хранитель. Это точно замечено. Человек, может быть, вы тоже замечали, если кто-то из вашего рода совсем порывает связь с родными, да, и так далее, и, как правило, у такого человека жизнь не складывается. Это говорит о том, что когда ты находишься в своем роду, на того всегда оберег стоит, который охраняет тебя. Потому что крепкий род и крепкие корни нельзя же говорить. Что написано на роду, то, как говорится, топором не вырубишь. Да. Вот здесь
вот они, таблички забиты металлические. И он это самое гвоздиком написал, значит, когда дом построен, кем построен, и вот и там фраза «это с Божьей помощью». И вот вы потом можете внимательно посмотреть, и там в этих табличках, и вот это же очень умно, он не написал зачем-то там краской или с чем-то, а потому что гвоздиками эти дырочки сделал, и они вечные же. Вот 120 лет простояли, и до сих пор там видно, что и когда этот дом построен. Родная моя, деревенька колхозница, смущенная река. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Беседа очень интересная в том плане, что она наводит на размышления, она учит думать, понимать, ценить. Ценить то, что вот есть у каждого. У каждого есть свой род, у каждого есть свои корни, и люди должны ценить это. Таким образом, наверное, люди становятся дружнее. Да. Ведь мы понимаем, что на самом деле все роды, они где-то имеют очень глубокие-глубокие общие корни. Поэтому с уважением относиться друг к другу, ценить то, что у каждого есть. Я полностью с вами согласен, и это надо нам пропагандировать и внедрять как можно шире. Это, да. И вот такие передачи, как ваши, я думаю, они как раз вот этой цели и служат. Хорошая, богоугодная цель, и которую мы должны достигать. А время, всколыхнувшееся от множества людей, постепенно вновь замедлит свой бег. Мимо верстового столба продолжат свой путь теплоходы, лодки. Но эта тропа навсегда останется в сердце тех, кто прикипел к этим местам. Тропа, которой не забыть.